Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Абхазия выражает заинтересованность в участии своих представителей в различных форматах работы в рамках председательства Российской Федерации в БРИКС. Об этом заявил глава МИД Инал Ардзинба 2 февраля в ходе онлайн-встречи с руководителем экспертного совета БРИКС, представителем Российской Федерации Викторией Пановой. Стороны обсуждали перспективы участия представителей Абхазии в различных форматах работы в рамках председательства РФ в БРИКС. Группа БРИКС выступает за формирование более справедливой международной системы и финансово-экономической архитектуры. Важное значение в работе объединения представляет задача перехода к расчетам в национальных валютах, отметил в ходе встречи Ардзинба. Были отмечены следующие перспективные для участия в Абхазии форматы работы БРИКС. Встреча деловых сообществ, гражданский форум, академический форум, молодежный форум и форум молодых дипломатов, спортивные игры БРИКС. Российские коллеги выразили готовность к совместной проработке участия представителей Республики Абхазия в формате работы БРИКС, отметил в МИД Абхазии. Председательство России в БРИКС началось с 1 января и продлится до 31 декабря 2024 года. В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и тематической направленности во многих городах России. Саммит глав государств пройдет в Казани. К другим новостям. Власти Грузии планируют продолжить курс на мирное урегулирование отношений с Россией, говорится в программе кандидатов в премьер-министра Республики Грузия Ираклия Кабахидзе, направленной в парламент. Естественно, кандидат в премьер-министра не мог не высказаться и о восстановлении территориальной целостности страны. Цитата: «Параллельно европейской интеграции страны главной задачей Грузии остается восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем и укрепление суверенитета страны. Власти Грузии продолжат проводить политику по мирному урегулированию грузино-российского конфликта», говорится в документе. В программе, опубликованной на сайте парламента, содержится намерение продолжить участие в женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье для решения гуманитарных вопросов. Правительство Кабахидзе в случае его утверждения также намерено якобы добиваться вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии. Отметим, что 1 февраля на съезде партии «Грузинская мечта» было объявлено о выдвижении Кабахидзе на пост премьер-министра страны. Доверие новому премьеру и его кабинету министров парламент выразит уже на этой неделе. Для утверждения у парламентского большинства есть 76 голосов, более половины состава парламента. Продолжаем передачу. В Берлине на прошлой неделе прошло выступление грузинского хора, которое сопровождалось эмоциональным выступлением посла Грузии в ФРГ. А сам хор в своем выступлении исполнил много абхазских народных песен и позиционировался то как абхазо-грузинский, то как грузинский. Об этом на своей странице в Facebook высказалась полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хибла Амичба. Она не один раз поднимала вопрос защиты авторских прав, материального и нематериального культурного наследия абхазского народа, высказывалась за то, чтобы в этой связи были предприняты конкретные меры. Но в этот раз культурное событие, а точнее концерт, имел и некий политический окрас. Цитата: «На этот раз их концерту в Берлине предшествовало весьма эмоциональное и гораздо менее дипломатичное выступление посла Грузии в ФРГ, где он объявил, что Россия оккупировала 20% территории его страны. Среди восторженно аплодировавших ему зрителей был также министр культуры Абхазской автономной республики в изгнании, так называемый, прибывшая специально в Берлин», пишет Амичба на своей странице в Facebook. Сегодня мы связались с Хиблой Амичба для того, чтобы подробнее обсудить эту тему. Предлагаем вам интервью с ней. Хибла Мшибзекуа, здравствуйте. Хотелось бы прежде всего, чтобы вы рассказали об этом выступлении грузинского хора в Берлине, почему это резонансом так для нас стало, в чем была основная проблема. Арифа, добрый день. Я благодарю вас за ваше время, за приглашение принять участие в этой передаче. Да, выступал хор Шавна Даба, это такой грузинский мужской хор. Он выступает в разных государствах, странах, городах и так далее. Недавно выступал в Берлине,
И, во-первых, я должна сказать, что он себя позиционирует то как абхазский, то как грузино-абхазский и так далее, да, вот есть такое. И он, значит, имеет большой опыт выступлений, в том числе и в Европарламенте, и в Страсбурге, исполнив гимн Евросоюза на манер грузинского народного песнопения, а затем исполнив абхазскую песню также там. В общем-то, это уже большой опыт у них, можно сказать, исполнения наших песен. Мы, конечно, не возражаем, да, мы не можем запретить исполнять наши песни, но дело в том, что, во-первых, это преподносится как, значит, одна из форм грузинского песнопения, то есть различные регионы Грузии представляются, да, и в том числе и Абхазия. Это раз. А во-вторых, самому этому концерту предшествовало выступление посла Грузии в ФРГ, который использовал эту площадку в качестве пропагандистской такой возможности, говорил о том, что 20% его страны оккупирована Россией, и дальше, значит, затронут был, конечно, вопрос Украины и так далее. И, в общем-то, выступление было очень эмоциональным и таким немного гнетущим, как мне передали журналист, присутствовавший там, Влад Санкин, он давно знаком с нами и брал интервью у нашего бывшего министра иностранных дел Даура Кове, и он не остался равнодушным, за что я ему очень благодарна, сообщил сразу же об этом. Также там присутствовали некоторые мои студенты, и они все были как-то возмущены тем, что вот именно атмосфера праздника, атмосфера концерта была как-то подпорчена вот этим выступлением, и многим это не понравилось. Хотя он нашел поддержку в качестве таких вот бурных аплодисментов, видимо, присутствовало большое количество диаспоры, так предполагаю. А также там присутствовала так называемая министр культуры Автономной Республики Абхазии в изгнании. Я В также общем, знаю, такая вот что Влад Санкин, он написал статью по этому поводу, скажем, по следам события. Вот, так как она была на немецком языке, мне не совсем удалось ознакомиться с ее содержанием. Скажите, пожалуйста, о чем конкретно, вот как он об этом отозвался в этой статье? Да, это лонгрид такой, он назвал эту статью как пропаганда Геббельса, значит, сравнил вот эту вот акцию с выступлениями нацистов и так далее. В общем, у него там идет анализ нашей ситуации. После того, как состоялся этот концерт, мы с ним долго говорили, и он задавал немало вопросов о том, что такое оккупированная территория, насколько это соответствует реальности, что такое принцип вовлечения без признания и так далее. Пытался понять суть этих изобретений, скажем так, современной дипломатии. Вот. Ну и, конечно, я ему объяснила, насколько могла, что действительно термин «оккупированные территории» с точки зрения международного права и его критериев абсолютно не соответствует нашим реалиям, поскольку тема эта мной изучена давно, и по приглашению Свободного университета я несколько раз уже читала лекции на эту тему. И как бы, если рассматривать конкретно, там поэтапно есть определенные критерии оккупации одной страной другой. Одной страны другой. И поэтому в данном случае абсолютно не подходит. И я это все ему объяснила, он об этом пишет в статье, а также он, конечно, пытается передать эту атмосферу и пишет о том, что культура должна объединять народы, а не разъединять их. Да? Он углубился также в историю этого конфликта, и я ему рассказала о сталинских временах и о корнях вот этой всей проблематики и так далее. В общем, статья получилась очень интересная, эмоциональная и глубокая. Действительно, вот я очень благодарна, во-первых, за такое неравнодушие и за то, что он осветил. Мы имеем право теперь ее перевести.
с его разрешения будем ее переводить и публиковать тоже, конечно. Хибла, теперь немножко о другой стороне вопроса, о том, что и вы, кстати говоря, одна из тех, которая очень часто поднимает этот вопрос о защите прав на материальное и нематериальное культурное наследие. Туда очень много понятий, конечно, входит, в частности, это и музыкальные произведения, принадлежащие абхазские народные, да, фольклор, это и топонимы, и много-много, на самом деле, других вещей. Вот как вам кажется, вот находясь особенно в Европе, вы часто видите и слышите, как, да, даже если они исполняют там какие-то наши национальные фольклорные мелодии или песни, часто это вот что делать для защиты? Конкретно вот ваше мнение по этому поводу? Да, мы с вами, Арифа, говорили уже на эту тему подробно, и я с удовольствием еще раз вернусь к ней. К сожалению, она еще остается актуальной. И таких случаев немало, они повторяются, и их в будущем будет еще больше и больше. То есть дело в том, что опять-таки я подчеркиваю, что нарушаются авторские права народа-создателя. В том, что искажаются названия, упрощается текст, подается в качестве там, одной из регионов, песни одной из регионов Грузии, и то же самое происходит с танцами и так далее. В той передаче с вами мы говорили о топонимах, очень актуальная тема тоже. И что нужно делать? Значит, песни нужно публиковать больше, насколько возможно, в исполнении абхазских коллективов. При этом указывать правильное название и предысторию создания. Если существует легенда, связанная с этой песней, а это очень часто у нас так в нашем фольклоре, обязательно публиковать вкратце эту легенду. И считаю очень важным публиковать текст, потому что это уже неоспоримое доказательство того, что эта песня принадлежит этому народу. Другие народы не могут представить такой текст, да, оригинальный на их языке. Поэтому, то есть, песня о скале исполняется под названием «Варадо». Там другая народная песня «Рарера». Это какие-то абсолютно выдуманные названия, не соответствующие их истинным, исконным, и поэтому это, несомненно, нарушение авторских прав. Мы тогда еще с вами говорили о том, что нет определенного человека, создателя, автора этих песен, поэтому тут вопрос этим еще осложняется. И нам вдвойне надо ускорить наши усилия и вообще, опять-таки, объединяя весь этот спектр проблем, еще раз хочу обратиться ко всем нашим ученым, к нашим людям, ответственным за вопросы сохранения культуры. Нам просто жизненно необходимо создать регистр на национальное достояние. И в этот регистр внести все те достижения, ценности исторические, культурные, научные, ну, в общем и в целом, конечно, археологические, ну, даже топонимику, разделить ее по главам, его по главам, по областям, этот регистр, и внести туда все, что создано и жителями Абхазии, и представителями диаспоры. Вот. Помимо того, что вот это настолько ценно, тем более на фоне вот той боли, которую нам довелось испытать всем несколько дней назад, к сожалению, это вот национальная трагедия, я считаю, нам надо утроить теперь наши усилия и то, что возможно, сохранить. И помимо того, что это будет способствовать, значит, сохранению прав на все эти объекты, это еще будет иметь такой эффект объединения народа и диаспоры, да, народа, проживающего в Абхазии, и его диаспоры, поскольку я предлагаю туда внести и достижения диаспоры тоже. Вот. И с правовой точки зрения будет очень убедительно и укрепит вот эту вот всю правомерность, если мы сумеем запатентовать все эти объекты в странах, во всех странах, где у нас есть признание.
Да, я думаю, что это очень, хотя с одной стороны и амбициозная, но очень нужная цель. Это так же, как вы правильно говорили в своем Фейсбуке, это тоже часть имиджа государства, да, с этой точки зрения, на ваш взгляд, насколько это важно? Да, это бренды республики просто. Те же вот самые глубокие пещеры в мире, о Мгм. чем мы с вами говорим, наши многочисленные топонимы, которые появляются с каждым днем с какими-то новыми названиями, выдуманными экскурсоводами или кем-то еще. Это ведь к этому надо относиться очень трепетно и с большой ответственностью. Поэтому я просто вот всячески тоже буду помогать, предоставлю все материалы, которые у меня есть, и все вопросы, которые возникают, то, что касается вот таких вот искажений, например, то, что происходит за рубежом, уже накопилось немало, вот, и там всячески, физически и организационно, я не знаю, всячески готова оказать тоже помощь, но вот, наверное, Академия наук должна создать такую комиссию, я считаю. Э, Потому что в других республиках этими вопросами занимаются именно Академии наук, ну и, конечно, Министерство культуры, Министерство просвещения и так далее. У нас есть специалисты, которые написали кандидатские и докторские диссертации по топонимике Абхазии. Вот это все нужно использовать и вносить коррективы, на мой взгляд. Понятно. Хибла, спасибо вам большое, что уделили нам сегодня время и ответили на наши вопросы. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.